Может ли девушка стать кинологом? Разумеется, если она обладает твердым характером и желанием познавать тонкости этой профессии. Среди таких сотрудников старший инструктор отдела по конвоированию УФСИН России по Чувашской республике Татьяна Пафнутова. Она уверена, что собаки на службе – незаменимые четвероногие помощники. И каждый кинолог обязан знать о них все. Кинологи, они работают со своими служебными собаками, выполняют различные обязанности. В системе используются различные категории служебных собак. Это розыскные собаки, которые используются для розыска и задержания преступника по запаховому следу. Также есть специальные собаки, которые используются для поиска наркотических средств, психотропных веществ. И специальные собаки, которые используются для поиска взрывчатых веществ. В системе в настоящее время несут службу 125 служебных собак. Таким образом, каждый четвероногий имеет свои служебные обязанности. Соответственно, у каждого свой подход к подготовке. Перед тем, как приступить к работе, хозяева и их питомцы проходят обучение. Период обучения составляет 3 месяца. Одна из таких организаций находится в Мордовии. За это время нужно стать настоящей командой, которая способна выполнить любые задачи. Татьяна Пафнутова, которая является старшим инструктором кинологической группы отдела по конвоированию, также проходила обучение в данном учебном центре, где показала хорошие результаты, была отмечена в лучшую сторону. Также Татьяна у нас ежегодно принимает участие в соревнованиях среди специалистов-кинологов, где показывает очень хорошие результаты. То есть она всегда в числе лучших. Татьяна Пафнутова служит в уголовно-исполнительной системе уже 15 лет. И это стало для нее настоящим призванием. Для такой работы необходимо терпение, целеустремленность, наблюдательность и хорошая реакция. Татьяна и ее верный спутник пес по кличке Оскар выполняют служебные обязанности по конвоированию осужденных, подозреваемых, обвиняемых лиц, содержащихся под стражей. За время службы Татьяна и Оскар стали лучшими друзьями. С Оскаром работать очень легко, потому что это моя собака, взяла я его в 1,5 месяца. То есть я его вырастила как своего ребенка. Настроение у него почти всегда хорошее. Слава богу, мы здоровы, не вредны. Поэтому с ним работать очень легко. Он легко обучаемый. Все ему нравится. Заниматься ему нравится. Все проходит у него в удовольствии. Поэтому мы получаем большое удовольствие от занятий и от работы вместе с ним. Самая главная черта собак – надежность, говорит Татьяна. Четвероногий четко выполняет команды, и уговоры со стороны на него не действуют. У каждого хвостатого сотрудника есть жилье, работа и заработная плата в виде еды. Оскар продолжает нести службу по стопам своего отца, служебной собаки по кличке Гриша, который ушел на заслуженный отдых. Рядом сидеть. Служебная собака должна уметь многое: взять след, находить спрятавшегося в любом убежище человека и конвоировать осужденных. Татьяна прекрасно понимает Оскара, когда он весел, а когда наоборот огорчен. И главное, пес должен вовремя предупредить об опасности и помочь предотвратить ее. Ну а самой главной наградой для служебного пса была и будет похвала его хозяина.